Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшаушара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Серьезные сложности с обеспечением энергетической безопасности и задержка заработной платы. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба провел совещание. Ситуация с энергоснабжением остается крайне тяжелой. Часть Абхазии может остаться без электричества. Министерство туризма Республики Абхазия отмечает 30-летие со дня основания. Многим работникам вручили нагрудные знаки. Серьезные сложности с обеспечением энергетической безопасности в стране и задержка заработной платы. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба провел совещание в связи с ситуацией в энергосфере. В работе совещания приняли участие исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба, исполняющий обязанности вице-премьера Джансух Нанба Владимир Делба, Кристина Озган, руководители Черноморэнерго, администрации городов и районов республики. Как сообщил на совещании исполняющий обязанности министра финансов Владимир Делба, заработная плата бюджетникам на сегодняшний день не выплачивается, в том числе сотрудникам силового блока и правоохранительных органов. Если мы будем консолидировать и дальше усилия на поиск средств для приобретения электроэнергии, то надо, наверное, смело сказать об этом, что заработной платы мы не будем выплачивать. Без финансовой поддержки, которая шла из Российской Федерации, дальше удержать ситуацию крайне тяжело, добавил Делба. Министерство по налогам и сборам занимается взысканием недоимок в усиленном режиме. В начислении таможенных платежей задержек нет. Однако этих доходов может не хватить для обеспечения социальных обязательств государства. Гендиректор Черноморэнерго Тимур Джинджоля сообщил, что если переток будет остановлен, свет в республике будет 7, максимум 8 часов в сутки. Все остальное время республика будет обесточена. Исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба отметил, что ведется наступательная работа, в том числе по сбору налогов. Также будут задействованы резервы правительства. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба обратил внимание министров здравоохранения, просвещения и руководителей районов на необходимость предусмотреть все необходимые меры по обеспечению резервным электроснабжением объектов жизнеобеспечения на случай введения режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Репортаж совещания смотрите сразу после новостей. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба подписал указ о досрочном прекращении существования особой экономической зоны смешанного типа Амра, созданной указом президента Рауля Хаджимба в 2016 году. Ранее на совещании в администрации президента глава Галского района Константин Пиле сообщил, что особая экономическая зона занимает более 7 тысяч гектаров земли и задолжала земельного налога более 70 миллионов рублей. Исполняющий обязанности главы государства на месте же дал поручение руководителю администрации президента подготовить указ о ликвидации особой экономической зоны, не приносящей никакой пользы для страны и при этом не оплачивающей земельный налог. Ситуация с энергоснабжением остается крайне тяжелой. Уровень воды в Джварском водохранилище достиг аварийного, а это значит, что часть Абхазии может остаться без электричества. В основном причиной высоких нагрузок на электросети является незаконное подключение майнинговых аппаратов. Тему продолжит Алика Трапш. По данным Черноморэнерго, в среднем 350 миллионов киловатт-часов в год потребляет майнинг. В настоящее время порядка 40,5 мегаватт в Абхазии расходуют аппараты по добыче криптовалюты. Черноморэнерго усиливает рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов осуществления деятельности по добыче криптовалют по всей территории Абхазии. Их потребление в годовом разрезе составляет практически 50-60% нашего сегодняшнего дефицита, который сложился у нас в республике. Так дальше продолжаться это не может однозначно. Республика оплачивает огромные деньги для того, чтобы более или менее население Абхазии и наше государство не оставалось без электроэнергии. Но в то же время люди, пользуясь этим, зная, какие большие ресурсы уходят на обеспечение Абхазии
электроэнергии все равно продолжают заниматься незаконной добычей криптовалют. На сегодняшний день у нас созданы очень большие смежные группы, там и силовики, и наши представители, и представители администрации на местах будут вынуждены проводить рейдовые мероприятия. Придется заходить, наверное, проверять каждый дом, который будет вызывать подозрения по работе. При обнаружении майнинга майнинг будет изыматься, конфисковываться без возврата. Так что я обращаюсь сегодня к той части населения, которая занимается этим делом, с просьбой, с предупреждением: лучше выключите сейчас. Дайте людям пережить зиму. У Черноморэнерго есть техническая возможность выявления повышенных нагрузок по фидерам, то есть линиям, и, соответственно, отключать их. На сегодняшний день самые высокие нагрузки приходятся на столицу и Сухумский район – 12,5 мегаватт, Гудаузский район – 9 мегаватт, Гагрский район потребляет 7,5 мегаватт, а Чимчирский – 5,6 мегаватт, Тхуарчалский район потребляет 3,2 мегаватт, в Гурыбском районе – 1,8 мегаватт. И самые низкие показатели в Галском районе – 0,5 мегаватт. Тратя такие огромные ресурсы, у нас ни для кого не секрет, что 570 миллионов рублей уже было оплачено государством за переток с Российской Федерацией на сегодняшний день. Из них 160 миллионов это были средства Черноморэнерго непосредственно. Но проблема в том, что нужно еще очень много денег для того, чтобы мы смогли пройти, пользуясь случаем, обращаясь к населению, закрыть, погасить свою задолженность за потребленную электроэнергию перед Черноморэнерго. Это даст нам возможность еще на какое-то время обеспечить нашу страну электроэнергией. Так, для этого тоже мы вчера буквально провели совещание, тоже созданы усиленные наши контролерские группы, будем ходить, взимать оплату за электроэнергию. Сегодня надо сконцентрировать. Мы практически остановили все свою хозяйственную деятельность на сегодняшний день. Даже заработную плату не весь коллектив еще на сегодня получил, потому что все средства у нас уходят на обеспечение перетока для республики. Сами знаете, что стоимость перетока очень большая за 1 киловатт-час. Это в среднем от 4 до 5 рублей в зависимости от времени суток и рабочих, нерабочих дней. Покупая по 4 рубля в среднем, хотя бы эти руб 40 или руб 80 мы должны получить, чтобы как-то ситуацию скрасить. Переток электроэнергии из России оплачен до 7 декабря. От 4 до 5 миллионов рублей расходуется на 1 миллион киловатт-часов электроэнергии, которую потребляют незаконные майнинг-фермы в сутки. По словам гендиректора Черноморэнерго Тимура Джинджоля, большая часть незаконной добычи криптовалюты в Абхазии – это бытовой майнинг, хотя не исключено и наличие крупных ферм. Сегодняшний майнинг, по нашему видению, по нашему проведенному анализу, это 97-98% бытовой майнинг. Что такое 1-2 машинки? 1-2 машинки – ничего. Но когда через дом стоит по 1-2 машинки, суммарно дают они такой ущерб нашей отрасли. И приводят нас к сегодняшнему кризису, в котором мы сегодня находимся. И с этим надо бороться. Просто на это дальше не реагировать мы не можем. График веерных отключений пока остается прежним, без изменений. Черноморэнерго призывает население Абхазии с пониманием отнестись к существующей проблеме и как можно рационально потреблять электроэнергию. Кроме того, в Черноморэнерго работает горячая линия по номерам 730-02-20, 930-02-20, куда можно позвонить и сообщить об известных адресах, где незаконно установлены аппараты по добыче майнинга криптовалют. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Крупных криптоферм в Галском районе нет, заявил глава администрации Константин Пилья. Как уточнил Пилья, Галмедиа, оперштаб по борьбе с незаконным майнингом в районе находится в режиме постоянной работы. По его словам, в этом году было изъято всего 6 аппаратов по извлечению криптовалюты в частном домовладении.
Депутат Госдумы Константин Затулин на своем официальном канале, обращаясь к бывшему депутату, а ныне блогеру Сергею Маркову, высказал свое мнение по поводу ситуации в Абхазии. Со времен Отечественной войны абхазского народа за независимость в 90-е годы я боролся за право Абхазии на самоопределение, за справедливость. Точно такая же причина, борьба за справедливость, заставляет меня переживать за происходящее сегодня, за расширяющиеся расхождения между нами и нежелание части абхазского общества нести ответственность за государство и экономику. И кто бы ни пришел в конце концов к власти в Абхазии, эта проблема достанется ему в наследство. Цитата из текста депутата Госдумы Константина Затулина. Министерство туризма Республики Абхазия отмечает 30-летие со дня основания. В рамках торжественного мероприятия исполняющий обязанности министра Теймураз Хишба вручил нагрудные знаки за вклад в развитие туризма в Республике Абхазия. Награды получили сотрудники министерства, подведомственных организаций, а также представители туристической отрасли, внесшие существенный вклад в ее развитие. Массовое туристическое движение в Абхазии началось с создания общества пролетарского туризма в 1921 году. С 1929-го Интурист включил Абхазию в число объектов посещения иностранных туристов и зарубежных рабочих делегаций. Санаторно-курортное строительство активно начало развиваться в 1932-1940 годах. В период 60-х и 80-х годов в республике произошел туристический взрыв. В эксплуатацию было введено 59 объектов туризма. Это более 15 тысяч койко-мест. К 1980 году Сухум посетила более 60 тысяч туристов из 25 стран, а в порту побывало 35 круизных судов. По состоянию на 1975 год в СССР имелось свыше 350 всесоюзных и свыше 6 тысяч плановых местных туристических маршрутов. Целый ряд из них проходили по территории Абхазии. Уже к началу 90-х годов в Абхазии функционировало 125 объектов туризма с общим количеством более 40 тысяч койко-мест. А затем турсфера республики перешла к одному из самых трудных кризисных моментов в своей истории. В 1992 году грузинские войска вторглись на территорию Абхазии. С окончанием Отечественной войны вся экономика и туристическое хозяйство в республике пришли в упадок. Понимаю важность туристского сектора. После войны первым президентом Владиславом Гардзенбо был подписан указ о создании госоргана, регулирующего туристическую деятельность. Сложно себе представить, при каких условиях подписывался указ первым президентом Абхазии Владиславом Гардзенбо. Это был 1994 год. И честь и хвала тем людям, которые тогда принимали законы и подписывали столь важные документы. В 2005 году был образован комитет по курортам и туризму Абхазии. В 2015 он был преобразован в Министерство туризма. С каждым годом туристическая отрасль республики развивается. Сегодня количество койко-мест в Абхазии 53 699. А это значит, что результат превысил показатели довоенного времени. С 2020 по 2024 годы коечный фонд республики увеличился практически в 2 раза. Количество объектов в 2020 году составили 425, а в 2024 их стало 1227. Растут налоговые отчисления. Так, в прошлом году в бюджет республики от туристической деятельности поступило 1 миллиард 354 миллиона 648 тысяч рублей. В 1994 году сложно было представить, хотя я уверен, люди того времени, которые решали судьбу нашего народа, конечно, мечтали, но это были такие очень амбициозные планы, что когда-нибудь туризм вообще будет в Абхазии. Их старания, прежде всего, жертва абхазского народа, лучших людей Абхазии, которые свою жизнь отдали за нашу родину, увенчалась безусловным успехом. Мы сегодня имеем молодое государство со своими сложностями, молодыми болезнями, но факт остается фактом. Я не думаю, что в 1994 году мы могли предположить, что через 30 лет мы сможем побить рекорд советского периода по количеству койко-мест, что мы сможем принимать гостей более 1,5 миллиона,
что у нас будут строиться достаточно серьезные отели. В рамках торжественного мероприятия исполняющий обязанности министра Теймураз Хишба вручил нагрудные знаки за вклад в развитие туризма в Республике Абхазия. Всего нагрудными знаками Министерства туризма будут награждены 73 работника туристической сферы. Спасибо большое, что отметили. Большое спасибо за эту награду. Служу Республике Абхазия. Аида Лакирбаев Кристина Антоновна. Это награда, которая сегодня получена нами, да? Это первая награда, которая оценивает наш туризм. И за годы нашей работы совместно, я считаю, что каждый внес свой вклад в развитие туризма. И в сравнении с прошлыми годами туризм развивается все больше и больше и становится лучше, комфортнее, и уровень жизни и уровень сервиса, соответственно, больше. Хочу поблагодарить весь наш коллектив, который был всегда с нами вместе. Отдельно огромное спасибо вам, Тимураз Владимирович, это внимание и большая благодарность от нас всех. Ежегодно республику посещают более 1 миллиона туристов. С 2020 по 2024 годы фиксируется рост турпотока. В прошлом году Абхазию посетили 1 миллион 400 человек. За неполный 2020 год 1 миллион 327 тысяч человек. В этот период были заключены договоры о сотрудничестве со многими регионами и городами России: Санкт-Петербургом, Калугой, Крымом, Башкортостаном, Республикой Беларусь и Казахстаном. Для туристов созданы десятки экскурсионных маршрутов по самым живописным местам республики. Открываются новые объекты размещения и питания и многое другое. Ведь туризм можно считать той сферой экономики, которая охватывает почти все направления. Гугут Савардания, Камила Джопо, Абхазское телевидение. В Госкомитете по делам молодежи и спорту чествовали абхазских спортсменов, добившихся успехов на международной арене. Среди них бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе среди военнослужащих и на аркете, бронзовый призер чемпионата мира по смешанным единоборствам Дауд Гублия, бронзовый призер первенства мира по всестилевому карате Баграт Кутарба и победитель 10-го чемпионата мира по пауэрлифтингу Давид Шанава. Всем были вручены денежные вознаграждения от Госкомитета. 6 декабря часть Сухума останется без воды из-за прорыва водопроводной трубы на проспекте Аяйра, сообщает водоканал. Подача воды будет прекращена с полуночи до 20 часов в старом поселке улицы Эшба, в районах вокзала, рынка, маяка, Виема, в Нагорной и центральной частях города. 16 Просим прощения за технические неполадки. Эфир абхазского телевидения продолжает свою работу. 16 нетрезвых водителей выявлены в ходе специального рейда сотрудниками ГАИ. 2 человека отказались от медосвидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Саджаем Зар Резуевич, 1962 года рождения, житель Галского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении, повторно совершив административное правонарушение в течение года. Чаава Шамиль Дазмирович, 1983 года рождения, житель Галского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении, повторно совершив административное правонарушение в течение года. Кокоскери
Саакашвили Анрик Муратович, 1980 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Богателия Джонни Раулевич, 1990 года рождения, проживающий в городе Чимчира, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Исмаилов Шакрат Давранович, 1989 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Матулян Артур Арутюнович, 1992 года рождения, житель Гагрского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Симсим Рамис Джамалович, 1973 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Дженни Роман Чикович, 1969 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Барцис Ринат Борисович, 2001 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хачан Айнар Анзорович, 2003 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Джопо Тимур Владимирович, 1996 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Баласанян Роберт Степани, 1973 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Питикян Андроник Суренович, 1977 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чачхали Зураб Раулевич, 1991 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Вахани Гиули Панайотович, 1973 года рождения, житель Гагрского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ледовская Екатерина Николаевна, 1982 года рождения, проживающая в городе Гагра, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Сахарат Замираб Анатольевич, 1992 года рождения, житель Чимчирского района, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Адлиба Беслан Валерьевич, 1987 года рождения, проживающий в городе Сухум, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики. Ректорат АГУ объявляет конкурс на замещение должности старшего преподавателя кафедры физиологии человека и животных. Срок подачи заявлений 1 месяц со дня опубликования. С 1 января транспортные средства в России, задействованные в лесном комплексе, обязаны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации. Как информирует Министерство энергетики и транспорта Республики, с 1 января в Российской Федерации вступают в силу соответствующие нормы лесного законодательства. Требования по оснащению спутниковой навигацией будут распространяться на все автомобильные транспортные средства, занимающиеся транспортировкой древесины и продукции ее переработки по территории Российской Федерации. Индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим транспортировку древесины и продукции ее переработки по территории Российской Федерации, рекомендуется заранее подготовиться к изменениям. 5 декабря оперная певица, солистка Московского музыкального театра «Геликон Опера», народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России Алиса Гицпа отмечает свой день рождения. В репертуаре певицы музыка всех художественных стилей, от эпохи барокко до авангарда 20-го столетия. Алиса Гицпа – кавалер ордена Ахцапша 3-й степени. В октябре 2022 года в Сухуми открылся первый международный конкурс вокалистов Алисы Гицпа. Он ежегодно проходит с большим успехом, постоянно расширяется география его участников, которые выступают на лучших сценах России. Коллектив абхазского телевидения присоединяется к поздравлениям в адрес певицы и желает Алисе Шалвовне реализации всех творческих идей, запоминающихся выступлений на лучших площадках, здоровья и долгих лет жизни. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению гидромедцентра, в пятницу 6 декабря в Абхазии местами до полудня возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла. Температура морской воды плюс 14 градусов. На этом информационный выпуск Амшек Шара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.